Великая Отечественная война осталась не только на страницах книг, но и в памяти зданий. С вами Андрей Максимов, и мы начинаем изучать историю в табличках. Несмотря на то, что Уфа в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу, здесь жили и работали, воевали и погибали настоящие герои. Об этом нам напоминают мемориальные доски, которые и расскажут нам свои истории. Казалось бы, обычное учебное заведение, но не все так просто. Именно в гимназии 91 на улице Красина во время Великой Отечественной войны располагался Ивако-госпиталь номер 3765. Путешествуя по памятным доскам Уфы, мы не могли пропустить здание этой школы. Мемориальная доска появилась здесь в мае 1980 года, а в 2005 году прошло торжественное открытие обновленной доски. Это здание было построено в 1936 году, а уже в 1941 здесь было решено открыть Ивако-госпиталь. И неспроста, ведь городские власти выделяли под госпитали лишь лучшие здания, в том числе и школа номер 1 имени Максима Горького. Да, тогда она называлась именно так. За годы Великой Отечественной войны на территории Башкортостана было сформировано 63 Ивако-госпиталя, несколько лазаретов и батальонов выздоравливающих. За это время через госпитали прошли 249 805 раненых и больных. Их лечением занимались 422 врача и более 1300 средних медицинских работников. Можете рассказать, что в этом здании изменилось и как оно выглядело в те годы? Так еще бы изменилось, я же с трудом узнаю даже старое здание, а в новом для меня это новинка все. Вот. В то время, когда мы пользовались госпиталем, этого пристроя нового не было. Военные госпитали в Башкортостане стали организовывать, оснащать оборудованием и готовить к приему раненых уже в первый день войны. Через год только в Уфе их становится 20. В них лечатся 11 тысяч раненых. Ивако-госпиталь 3765 в военное время специализировался на ампутации конечностей, а в 1945 году, после Великого Дня Победы, его перепрофилировали в протезный для лечения инвалидов Великой Отечественной войны. И Евгений Романович, в то время уже студент, каждую зиму возвращался в стены этого госпиталя для долечивания. А с каких регионов сюда привозили бойцов? Со всей Башкирии. Поскольку он был оставлен после войны, уже госпиталя полевые, то есть эти, которые в городе числились, были ликвидированы, он собирал на долечивание, где не закончили, где требовались дооперировать. В Ивако-госпитале под номером 3765, ныне 91-й школе, размещалось 400 коек, или, как тогда их называли, койко-мест. За время войны здесь провели более 3000 операций. Госпиталь считался глубоко тыловым. В него доставляли тяжело раненых, ведь Уфа находилась далеко от фронта. Для раненых, помимо лечебных процедур, находили развлечения. К ним в гости приходили школьники, рабочие и артисты. Поскольку зимой в основном была молодежь, по тому же времени инвалиды, ветераны, но молодежь, очень часто нам устраивали здесь концерты. И молодежные, школьные, и клубы, которые уже при заводах создавались. Так что вот в частности вот агрегатный этот завод, он, я знаю, он обслуживал госпиталь всегда, обязательный, хороший концерт, вот. То есть мы здесь чувствовали себя на месте. После 1949 года здание было отдано под башкирский интернат номер 9, а уже в 60-м году здесь была открыта первая 8-летняя школа номер 91. Теперь 91-я гимназия, в которой ежедневно получают образование около 1000 учеников. Мы решили узнать у некоторых из них, знают ли они, что находилось в стенах их школы в военные годы. На 3-м этаже в 37-м кабинете была операционная. Там снесли стенку 15 лет назад. А какую роль выполняла эта стенка?
роль выполняла эта стенка, что на одной стороне оперировали раненых, а на другой стороне обрабатывали. Сейчас у нас в школе есть лекторские группы, состоящие из учителей, которые проводят классные часы и рассказывают нам об этом госпитале. Что было в твоей школе во время Великой Отечественной войны? Я знаю, что приходили маленькие учителя, которые и давали им конфеты, а еще они танцевали для них и радовали их. Кого радовали? Тех, кто получил ранение. На улице Худайбердина в доме номер 4 длительное время жил известнейший летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза Муса Гореев, о чем нам и рассказывает вот эта табличка. Переехал в эту квартиру легендарный летчик в 70-е годы вместе со своей семьей, которая по-прежнему живет здесь. Мемориальная доска была установлена 7 мая 1989 года. В центре ее скульптурный портрет Мусы Гореева. На какую сторону выходят ваши окна? Вот как раз сюда. Вот окно там приоткрыто. Сейчас вот видите, это одно. Вот балкон стеклянный. И вот два окна вот с этой стороны. Сразу на 3 стороны у нас. А чья инициатива была установить мемориальную доску? Совет ветеранов тут. Это где-то в 95-м году. Очередной там юбилей был. Вот к этому моменту как раз они установили. Но немножко неудачно. Очень низко, потому что уже лет 10 назад был тут борзые товарищи нашлись, они пытались снять и думали, что это из чего-то такого ценного сделано. Доска интересна тем, что вот из всех изображений папиных вот здесь образ, который похож на реального человека. Ему всего 21 год, он прямо из боя вот выскочил из самолета. Самолет, видно, сзади такое одухотворенное, радостное лицо. Фотография замечательная совершенно. Что я наживую вот сделал, вот только человек из боя вышел, вот, держим это дома как икону. Сделали большую, все внуки, правнуки теперь смотрят. Маленький пока. Это кто? Это прадедушка. Муса Гореев – единственный в Башкортостане дважды Герой Советского Союза. Отправлен на фронт в 20 лет. За время войны совершил 250 боевых вылетов. Войну закончил майором, штурманом полка. В авиации надо строго выполнять, говорит, все инструкции, предписания, как бы это ни казалось не романтично, да? Почему? Потому что, говорит, все они написаны кровью на костях. И вот за всю его летную карьеру, вообще, где они только не были, там от Новой Земли там, до Центральной Африки, с ним никогда ничего не происходило, ничего не случилось. Они всегда были целы, живые, здоровые, и людей всегда сохранял при этом. Муса Гореев сражался в боях под Сталинградом, в Донбассе, Крыму, Белоруссии, Литве, Польше, Восточной Пруссии. За время войны не получил ни одного ранения. Он – участник Парада Победы, состоявшегося в Москве 2 июля 1945 года. Вот у него природная способность была просто невероятная какая-то. Переходя на современные терминологии, у него в голове было вроде нечто подобное так, системы вот, там, ГЛОНАСС там, или GPS такое. Представлял себе трехмерную картину того, где он будет находиться и так далее, что позволяло им летать. Вот они в 50-х годах летали, ведь тогда там никаких средств аэронавигации не было. В Восточной Пруссии в январе 1945 года мне было поручено вести небольшую группу охотников без прикрытия истребителей в район юго-западнее Кенигсберга, ныне Калининград. Пока мы искали цель, значит, на нас набросилась большая группа самолетов-истребителей противника Фокке-Вульф 190 и Мессершмитт 109. Один из них вырвался вперед и решил зайти ко мне в лоб. Ну, я знаю примерно, что у меня на вооружение и что у нее на вооружение. Значит, чем может это кончиться лобовая атака. Знаю и другое, что если я отвернусь, я подставлю свой живот, я немедленно буду сбит. Поэтому я уже был готов, значит, к тому, что мы через некоторые мгновения, значит, должны столкнуться и разлетиться оба самолета в дребезги. Ну,
Немец, видимо, не выдержал. Перед самым носом моим проскочил, значит, ниже меня. Видимо, один снаряд попал все же по нему. И он сзади нашей группы загорелся и упал на свою территорию. А я свою группу постепенно оттянул ближе к своим войскам, ближе к зенитчикам. И они отсекли атаки истребителей. И мы благополучно вернулись на свой аэродром. Обязательно нужно было фотографировать результаты бомбежки вообще и штурмовки. То самолет должен был лететь строго на определенной высоте, на определенной скорости, никуда не сворачивая, идти над тем местом, которое только что обработали. А там, естественно, уже все приходили в себя и начинался обстрел. И вот на этом сколько людей там потеряли. В частности, сбили один раз так, горели, они падали, это самое, до нейтральной там полосы дотянули, потом там своя пехота спасла их, вытащила. Потом предложил, то фотоаппараты, например, ставить, они в обтекателе шасси ставили. И съемка производилась на бреющем полете в земле, то есть вот такая перспективная. Потери сразу до нуля дошли, потому что фотосъемка перестала отличаться от выполнения обычного боевого захода, в котором человек может маневрировать, выбирать направление и так далее и тому подобное. Фотографии Мусы Гареева хранятся в музеях и у его семьи. На них очень часто встречается друг, боевой товарищ и стрелок Мусы Гареева Александр Кирьянов, с которым они прошли всю войну. По статистике, на войне на каждого летчика погибало 7 стрелков, но Кирьянов и Гареев прошли всю войну вместе, и при этом не потеряв ни одной боевой машины. И даже после постоянно общались и приезжали друг к другу в гости. Наверное, вы знаете каждый из подвигов вашего отца, но какой подвиг вы считаете самым главным? Что значит там подвиг? Вот во время войны там вот каждый день был подвиг. 6-8 вылетов в день было, наверное. Там они 80% потеряли состава. Поэтому я с детства все эти разговоры слышал. Они вот уже это там прошло лет 5-6, там, после войны, они все вот это все переживали, вот, родители, потери товарищей там, и все прочее. Бои страшные там были. И вообще там постоянно на войне каждый день подвиг, если на передовой находишься, даже если немножко даже в стороне. Подвиги на войне – обыденность. Так сегодня сказал герой нашей программы. Будь то боевой вылет или спасение чьей-то жизни в глубокотыловом госпитале, и даже каждый день, проведенный на фронте. Об этом нам рассказали мемориальные доски, и мы этого не забудем.